Нужно ли лечить молочные зубы или можно отложить на потом? Правда ли, что здоровье зубов может влиять на весь организм? Об этом поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте, я представляю гостя в студии Елена Тронина, врач-ортодонт, основатель ортодонтической клиники. Елена Леонидовна, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня мы с вами говорим на одну, наверное, из самых актуальных тем, одну из самых популярных, потому что тема здоровья, она всегда требует повышенного внимания. Ну и вот буквально сразу начнем. Еще недавно мы и не знали о том, что есть брекеты, лайнеры, капы, а сейчас это применяют повсеместно, причем и у детей тоже. Да, вот чем младше ребенок, и чем раньше мы заметили эту проблему у ребенка, тем легче нам его, как говорится, вылечить. Вот, поэтому лучше начинать с раннего возраста. И поэтому применяют вот такой широкий арсенал, который, не так давно, насколько я понимаю, появился именно в распоряжении специалистов. В детском возрасте относительно простые методы применяем, простые, относительно легко работающие, чтобы не отнять у ребенка детство, чтобы не, как говорится, не замучить его, чтобы быстрее, как можно быстрее помочь ему, и чтобы он дальше мог уже расти самостоятельно, хорошо, правильно, красивым и здоровым. Вот как поймать этот момент? Вот в каком возрасте лучше привести ребенка? Я уже не говорю о взрослых, взрослые разберутся. Вот ребенка в какой момент нужно привести, чтобы поймать? Для какого-то активного лечения нужно, чтобы уже выросшие все зубы, то есть это сформированный уже молочный прикус. Посмотреть, показать ребенка можно в возрасте 2-3 лет на первый осмотр. Потом уже что-то, если необходимо делать, это уже возраст постарше, 3,5, 4, 5, и в районе где-то 5 мы уже можем 4,5 начать активно работать какими-то ортодонтическими аппаратами, капами, пластинками. Насколько часто вообще сейчас встречаются зубочелюстные аномалии у детей? Но сейчас все чаще и чаще связано с тем, что у нас меняется ритм жизни, меняется экология, меняется характер питания. То есть сейчас в основном повсеместно везде все детки кушают жидкую, мягкую, быструю пищу. То есть нет жевательной нагрузки. Также очень много часто встречающихся сочетано с зубочелюстными аномалиями проблемы лор-органов. То есть различные аденоиды увеличены, миндалины увеличены, другие проблемы, искривление перегородок, также аллергии различные. То есть это все способствует неправильному развитию зубочелюстной системы. Елена Леонидовна, на что нужно обратить родителям в первую очередь? Вот я посмотрю, ребенок как ребенок, а вот вы говорите, дышит ртом. Да, вот как он спит. Бывает, детки спят ночью, открыт рот. Бывает, в течение дня ходят с открытым ртом. Родителям иногда кажется, что он, увлечен чем-то, играет, мультики, лего, конструкторы, что-то как-то, и поэтому у него открыт рот. А у ребенка это единственная возможность дышать, допустим. Вот. Если у ребенка открыт рот, у него язык принимает не совсем правильное положение во рту, и нету правильного воздействия на небо, и нету правильного развития верхней челюсти. А в связи с тем, что верхняя челюсть у нас не совсем развивается, в связи с этим мы видим уже какой-то неправильный прикус. Также мы можем заметить, если у ребенка просто нету промежутков между зубами. Если детки растут, челюсти должны расти, и верхние зубки, допустим, плотненько-плотненько, красивенько рядышком стоят. Как многие родители отмечают на консультациях, что вот у него же такие красивые зубы были в детстве, ровные, красивые, а вот теперь вот стали они меняться, и место им не стало помещаться в полости рта. Вот вы говорите о том, что на формирование детской челюсти влияют и аллергия, и лор-заболевания. Каким образом аллергия, например, может повлиять? Тоже если дыхательный тип аллергии какой-либо, полинос, цветение весеннее, летом цветут у нас много разных трав, деревьев. Это все влияет. Если детки именно склонны к аллергии, то есть они в этот период тоже начинают дышать ртом, ротовой тип дыхания тоже самое, замкнутый круг получается у нас. Нужно ли лечить молочные зубы? Молочные зубы тоже обязательно нужно лечить. Это прям очень-очень важный фактор. Если вовремя не лечены молочные зубы, то у нас потеря раньше срока. Есть зубки, которые должны стоять в полости рта до 8, до 9, до 10, до 11 лет. Если нет этого зуба, то возникают различные зубочелюстные деформации. То есть зуба просто нету места. На его место выходит новый зуб, зубки наклоняются в полости рта. И потом постоянным зубам очень сложно расставить зубы по местам, чтобы создать постоянное место. На что нужно родителям обратить внимание, когда ребенок растет? Как жует, как спит, как ходит, на осанку?
Что влияет на формирование? Вот все факторы, все, что вы перечислили, все. Если жевать нужно, чтобы не было одностороннего жевания у ребенка, чтобы жевал он, нагружая и правую, и левую сторону, чтобы симметрично росли челюсти хорошо. И жевательная нагрузка правильная должна быть. Не быстренько поглотал, убежал, а именно, чтобы жевал правильном несколько, то количество жевательных движений, которые нужно на одной стороне, на другой стороне. Сон также очень важен. Спать нужно симметрично, или на спине, или на одной стороне на боку, на другой стороне на боку, чтобы не было одностороннего такого паттерна сна, чтобы человек не был привычен спать только на правой стороне, допустим, и еще вот вредные привычки тоже, которые формируют неправильный прикус. Если, допустим, подкладывать в ладошки под щечки, допустим, вот такой вот момент также еще. Обратить можно родителям внимание на то, нет ли у ребенка каких-то привычек по закусыванию верхней губы, нижней губы. Бывает, они грызут одежду, у футболки, у рубашки воротники, вот такие вот привычки бывают. Бывает сосание пальцев, сосание языка. Вот эти вот факторы тоже у нас влияют на развитие зубочелюстной системы. Также осанка. Осанка – это тоже вопрос можно задать, что первичнее, что вторичнее. Осанка – это иногда даже как вторичное проявление неправильного прикуса полости рта, как подстройка организма и всей системы организма к именно неправильной зубочелюстной системе. Ну, вы сейчас картину мира просто мою разрушили, когда сказали, что и ручки под щечки класть во время сна нельзя, а нас все детство этому приучали. Да, такое было с детства, точно. И осанка – это вторичная. Это прямо открытие. Ну а расскажите, вот как надо тогда воспитывать ребенка? Что надо? Нельзя соску сосать? Вот что нужно делать для того, чтобы... Про соску это повсеместно известно, да, соска максимум до года желательно. Желательно приучать к правильному прикорму, правильный ввод прикорма. Что значит правильный прикорм? Правильный прикорм – это не быстрые пюрешки, которые дал и ребенок побежал. Это именно усадить, дать возможность жевать, дать возможность откусывать. И еще правильно усадить, чтобы стульчик у ребенка был с упором для ножек. Это очень важно, чтобы формировался именно правильный тип глотания, который потом влияет на всю зубочелюстную систему. С какого возраста, вот вы говорите, нужно, чтобы ребенок жевал? Но в год же не дашь ему яблоко, кусок хотя бы? Вот можно на дольки делить и давать. То есть уже вот с такого возраста ребенок должен учиться жевать? Да, с максимально раннего возраста. И вводить прикорм не пюре, а именно комочки, именно для пережевывания. Многие родители думают, что брекеты, молочные зубы, вот вы сейчас сказали о том, что молочные зубы лучше лечить. Многие родители говорят, да ничего страшного, выпадут, вырастут, потом мы их вылечим, брекеты поставим. Брекеты не для малышей. А как быть? Вот что скажете на эту тему? Для малышей более приятно работающие пластинки различные, съемные, несъемные. И проще лечить патологию какую-то в детстве, когда вот ребенок только развивается, проще направить его развитие в правильное русло, как говорится, и не лечить в более взрослом возрасте более серьезные проблемы с помощью сложных расширяющих аппаратов, мини-винтов, сложных брекетов или с помощью еще совместных каких-то других специалистов, когда именно ортодонт один только бывает бессилен. И не обязательно же именно лечить, то есть не всем цель у нас поставить какие-то пластинки, брекеты, что-то еще. То есть можно даже распознать какие-то проявления формирования прикуса неправильного на каких-то ранних этапах, попытаться их устранить, вот как обычно, с помощью лор-врачей. Лор-врачи нам помогают в плане того, что они какую-то свою патологию видят и лечат. И логопеды, миотерапевты. Мы очень сейчас тесно работаем с логопедами, миотерапевтами. Это именно те специалисты, которые правильно помогают заработать функции языка, функции губ, функции щек, которые тоже у нас правильно помогают расти зубам и челюстям. То есть нет цели всем поставить пластинки, можно как-то вот сработать именно на начальном этапе правильно, и будет у нас, как говорится, саморегуляция процесса, и ребенок может вырасти здоровым и без пластинок. Причем врач-ортодонт, я так поняла, что сейчас это такая работает с коллегами, сразу несколько специалистов бывает задействовано для того, чтобы исправить какую-то проблему у ребенка. Да, вот именно в комплексе многих специалистов мы работаем, потому что один врач, он как говорится, не воин в поле, только сообща мы можем достичь хорошие результаты.
Ну и самое любимое, а если время упущено? Бывает такое вообще упущено Если время упущено, бывает такое, что время упущено, но просто на помощь приходят новые передовые технологии, которые вот все равно наука не стоит на месте, придумали и для среднего возраста, подросткового возраста различные способы для решения проблем, и для взрослого возраста тоже есть способы и методы, которые им помогут. То есть в любом случае время не упущено, нужно только понять, что пациенту это нужно. Ну и как приучить ребенка не бояться стоматолога и идти к нему с радостью? Вот, у ортодонта у нас вот поэтому очень такая благоприятная в этом плане профессия и специальность, и для детишек тоже. Они приходят, осмотр, максимум, что можем отсканировать, слепки снять, то есть у нас, они нас не боятся. И вот ходя к ортодонту, и у ребенка может выработаться вот этот вот такой процесс адаптации, так скажем, к лечению, к чему-то более такому серьезному. И привычка того, что нету страха у врача. Ну и также советую ходить на профгигиену раз в полгода, раз в год, у кого какие сроки по необходимости, чтобы так как тоже на профгигиене не производятся какие-то болезненные манипуляции, и ребеночку как-то проще адаптироваться, и не будет страха в будущем. Елена Леонидовна, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию, рассказали столько много нового. И самое главное, что есть привычки, которые мы своим детям прививаем, а они, оказываются, вредные. Нам самим еще не поздно научиться. Спасибо огромное. Спасибо вам. Это была программа интервью. На наши вопросы отвечала Елена Тронина, врач-ортодонт, основатель ортодонтической клиники. Я Роза Хабибуллина. Спасибо, что были с нами.